Абхазский государственный университет и МГИМО продолжают укреплять связи. За время сотрудничества проведено десятки совместных мероприятий и программ в сфере образования. И еще одна хорошая новость. В 2024 году на базе Абхазского госуниверситета появится школа МГИМО, в рамках которой на системной основе будут выступать профессора, известные ученые и политологи именитого вуза. Это стало возможным благодаря договоренности министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзенба и ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Таркунова, а также тесному взаимодействию МИД Республики и АГУ. Есть у нас в университете Центр науки и образования Великого Московского университета. А вот сейчас намечается еще одно событие. Вот завтра буквально мы должны получить видеообращение ректора МГИМО Анатолия Васильевича, в котором будет предложено создать школу МГИМО при Абхазском университете. В рамках школы МГИМО на базе Абхазского госуниверситета профессора и преподаватели Московского государственного института международных отношений расскажут об актуальных аспектах глобальной политики, обсудят истоки и возможные последствия современных конфликтов и ряд других интересных тем. На мой взгляд, важнейшая тема, которая будет раскрываться в рамках выступления ученых МГИМО, вот сегодня господин Маркедонов начнет, надеюсь, что господин Таркунов продолжит. Это тема многополярности, тема быстро изменяющегося мира. Мы видим, что скорость изменения в мире, она просто фантастическая, беспрецедентная. Усложняются процессы во всех регионах мира. Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке. И, конечно, это все предполагает очень глубокое предметное изучение этих процессов, региональных конфликтов. И, естественно, роль нашей страны в меняющемся мире. Первую встречу со студентами Абхазского госуниверситета в рамках школы МГИМО провел ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов. Делать точные прогнозы в международной повестке сегодня непросто, ведь меняются те вещи, которые еще несколько лет назад казались непоколебимыми, отмечает политолог. Я любой доклад начинал 5-6 лет назад с того, что Россия и Армения стратегические союзники. Можно сейчас безоговорочно эту формулу принять? Ну, как минимум нужны оговорки. 5-6 лет назад я говорил о Грузии как абсолютно последовательной пронатовской стране. Можно сейчас так говорить? Тоже нужны уже оговорки, определенные, так сказать, нюансы и так далее. Этих нюансов становится много, их надо учесть по возможности, уйдя от какой-то упрощенной картинки. Это крайне важно. Сергей Маркедонов – частый гость в Абхазии на протяжении многих лет. Статьи об Абсне он писал во время грузино-абхазской войны и в послевоенное время. Кстати, первый номер журнала «Международная аналитика» в этом году будет посвящен абхазской идентичности. Конечно, было знакомство с Абхазией, и этот опыт делю на несколько частей. Еще детский совсем, в советское время. Это опыт ребенка, наверное, восторженного какой-то экзотикой. Потом был период, когда я учился на истфаке и начинал задумываться над многими вещами. И много неудобных вопросов появлялось, в частности. Почему вдруг маленькая республика блокирована? И вот эти вопросы неудобные, они как тогда стали появляться, так до сих пор и остались. Ну вот уже сколько, лет 30 пытаюсь на эти неудобные вопросы отвечать, более или менее. Отвечать вроде бы научился, а вопросы неудобные остались все равно. Вместе с Сергеем Маркедоновым в Абхазию приехали аспиранты и студенты МГИМО в рамках проекта по поддержке молодых исследователей. Они под моим руководством составили, подали заявку на грант молодых исследователей, который занимается историей конфликтов регионов со споренным статусом. Да, это не только Абхазия и Южная Осетия, у которых есть частичное признание, но мы видели опыт Карабаха, скажем так, мягко неоднозначный, Приднестровья, есть опыт Тайваня и так далее. И мы пытаемся этот опыт изучить, попытаться найти какую-то типологизацию и так далее. Для ребят это первый выезд в Абхазию. И, я не хочу там делать какую-то рекламу, но вот я попытался использовать и свои связи, и опыт для того, чтобы они не просто приехали и насладились там природой и красотами, это понятно, они насладились сразу же с первой минуты, но и могли пообщаться с людьми, которые принимают решения здесь.
Во встрече со студентами в рамках школы МГИМО на базе АГУ приняли участие руководитель администрации президента Абисалом Кварчи, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, советник-посланник российского посольства Максим Литвинов. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.